Владимир Путин дал старт работе хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Глава государства в режиме ВКС провел открытие новых объектов здравоохранения страны, среди которых и долгожданные учреждения в столице Башкортостана. Новое здание кардиоцентра начали строить в 2019-м. Его возводили на республиканские средства. Высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Новый корпус увидела и наша съемочная группа. Сюжет Динары Таймасхановой. Я вот стою в операционной. Мне и халат одели, сказали, сюда нельзя, заходить без халата. Это как какой-то космический корабль. Поэтому, на самом деле, это для людей это дополнительная надежда на долгую еще здоровую жизнь. Ради Хабиров, обращаясь к главе государства, отмечает, что операционная нового корпуса словно космический корабль. Он будет бороздить сердца пациентов. И для этого здесь есть все условия, причем созданные по самым современным стандартам. Разумеется, 10-этажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца. Чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, и в республике, и в стране в целом. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета. Стоимость почти 11 миллиардов рублей. Данный кардиоцентр – это завершение формирования такого замкнутого цикла полной системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это наш кардиодиспансер, это региональные сосудистые центры и ФАПы, сельские врачебные амбулатории, поликлиники. В корпусе 5 рентгеноперационных, столько же для проведения открытых операций на сердце и сосудах, лазерорастворяющие бляшки, система разрушения тромбов, высокоскоростной бур, превращающий в пыль скопление холестерина. И это только часть оборудования и возможностей, которые появились с открытием нового корпуса. Уникальность еще и в том, что теперь есть возможность делать гибридные операции. Гибридность заключается в том, что стол является стол съемный. То есть, если, например, делается какой-то этап операции пациенту, замена, например, какой-то части аорты делается эндоваскулярно, затем пациент вместе со столом может сниматься, перевозиться в большую кардиохирургическую операционную, и вторую часть аорты можно поменять открытым способом. Артему Плотникову, жителю Ишимбая, провели хирургическое вмешательство после инфаркта. Сейчас мужчина восстанавливается. Палаты в новом корпусе, что немаловажно, комфортные. Есть холодильник, шкаф, санузел. Оборудованы условия для маломобильных. Да, здесь очень по-современному. Как в будущее попал. Врачи отличные, прям отзывчивые. Все объясняют прям доходчиво. Операцию сделали прям 5 минут, 15, наверное. Все отлично. На первом этаже есть поликлиника и приемно-диагностическое отделение. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Руководитель кардиоцентра отметила, что такая связь позволяет сократить время от первичного приема пациента до госпитализации. Я очень надеюсь, что наши пациенты будут быстрее выздоравливать в таких условиях. И, безусловно, это поможет продлить здоровую жизнь жителям Республики Башкортостан. В новом корпусе продумано все до мелочей, вплоть до дизайнерских решений, в котором превалирует зеленый цвет, благотворно влияющий на психику человека. Просторное фойе, место для ожидания, эскалатор. Учреждение рассчитано на 135 коек. А вот операций, проводимых ежегодно в кардиоцентре, больше 10 тысяч. В том числе здесь выполняют такие сложные хирургические вмешательства, как пересадка сердца. В общении с руководителями региона Владимир Путин отметил, что наряду с такими крупными объектами, как корпус кардиоцентра, нужно продолжить развивать и первичное звено здравоохранения. Про ФАПы прошу не забывать. Это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, где подчас кроме фельдшера и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению специалистов, создавать для них соответствующие условия.
Ради Хабиров в общении с журналистами отметил, что за 6 лет в республике из 2000 ФАПов обновили четверть. Зачастую они были в аварийных состояниях с печным отоплением. И работа по обновлению медпунктов в селах и деревнях будет продолжена. Мы в рамках начинающейся новой программы, которую президент опять инициировал, это модернизация первичного звена, мы еще 400, наверное, поменяем. Тут уже, знаете, мы уже начинаем, мне кажется, где-то уже стремиться к идеалу, скажем так. Поэтому вот сейчас даже в республике одномоментно 6 поликлиник строится в районах. Поэтому эта работа продолжится. Я считаю, что где-то вот к 30 году при условии хорошего выполнения всех программ, при условии хорошего нашего бюджета, мы практически, наверное, преобразим сельскую медицину, первичную медицину. За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Башкортостане стала ниже. И такие положительные результаты – итог комплексной работы. Сердце надо беречь, и не только свое. Последнее смогут сделать профессионалы. Тем более, что условия для этого создаются. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Новости Уфа.